Тысячи лет люди смотрят на воды Иссык-Куля и задают один и тот же вопрос. Что скрывается под его зеркальной гладью? Это озеро никогда не замерзает. Даже зимой, когда горы вокруг покрыты снегом, его вода остается темной, тяжелой, будто хранящей древнюю память. Сегодня мы отправимся в путешествие по самым загадочным легендам Иссык-Куля, затонувшим городам, исчезнувшим монастырям, сокровищам шелкового пути и тайнам, которые до сих пор волнуют ученых. Затонувшие города. По древним хроникам, на берегах Иссык-Куля когда-то стояли крупные поселения, торговые центры, пункты Великого Шелкового пути, места, где останавливались караваны из Китая, Персии и Европы. Но позже вода будто начала наступать, и целые города ушли под поверхность. Современные археологи действительно находят на дне каменные стены, фрагменты улиц, остатки построек, керамику, оружие. Некоторые структуры тянутся на сотни метров. Были ли это крепости, храмы или целые столицы забытых цивилизаций? Иссык-Куль не дает прямых ответов. Тайна монастыря и мощей апостола Матфея. Одна из самых мистических легенд говорит, на берегу озера когда-то стоял христианский монастырь, в котором хранились мощи апостола Матфея. Согласно средневековым картам и записям европейских путешественников, святыню спрятали в глубине Центральной Азии, спасая от войн. Когда уровень воды поднялся, монастырь исчез. Навсегда? Искатели сокровищ, исследователи и историки десятилетиями пытались найти его следы. Но пока только слухи и обрывки старых карт. Странные существа в глубинах. А теперь то, что особенно любят местные рыбаки. С давних времен ходят рассказы о неизвестных существах, которые якобы поднимаются из глубины. Длинные тени под лодками, волны без ветра, темные силуэты, исчезающие в воде. Научных подтверждений этому нет, но легенды живут столетиями. А ведь каждую легенду люди когда-то придумали не просто так. Почему Иссык-Куль такой особенный? Это одно из самых глубоких горных озер в мире, более 600 метров. Оно солоноватое, его питают десятки рек, но не вытекает ни одна. Ученые считают, под днем могут быть сложные тектонические разломы, подводные источники, целые геологические лабиринты. И, возможно, именно они скрывают археологические объекты, которые мы еще даже не начали изучать всерьез. Иссык-Куль — это не просто курорт, это природный архив тысячелетий. Под его водами могут покоиться города, дороги караванов, тайники древних монахов и следы цивилизаций, исчезнувших раньше, чем о них успели написать книги. И, возможно, прямо сейчас, на глубине в сотни метров, что-то все еще ждет, когда человек снова научится слышать озеро.